Клуб «Трабзонспор», одна из успешных футбольных команд Турции, выступил с осуждением Китая после заявления генерального консула Китая в Стамбуле Цуеве о том, что он выступает за геноцид и призвал к защите основных прав турок-уйгуров. В видеоролике 2019 года генеральный консул Вэй использовал заявления, в которых признал, что китайское правительство совершило геноцид турок-уйгуров в Восточном Туркестане. Это также способствовало жестоким пыткам в концентрационных лагерях. «Их мозг болен. Мы также проводим добровольное лечение в школах, которые мы основали», защищал он геноцид своими бесхитростными заявлениями. Керем Ататюркоглу, капитан знаменитой футбольной команды Турции «Галатасарай», после того, как видео снова появилось в центре внимания, заявил 10 февраля под хэштегом «Уйгур-геноцид». «Больны не мозги уйгуров, болен геноцидный менталитет, который насильственно лишает людей их семей и отправляет в концентрационные лагеря», отреагировал Ататюркоглу. Немецкий химический гигант BASF объявил вчера о создании BASF Markor Chemical Manufacturing A, двух совместных предприятий, расположенных в Корле, Восточный Туркестан. Это решение было расценено уйгурскими НПО как важный шаг с точки зрения корпоративной ответственности, и к другим компаниям был обращен призыв следовать этой предпосылке. Совместное расследование, опубликованное немецкими СМИ Der Spiegel и ZDF 2 февраля 2024 года, раскрыло визиты сотрудников китайской компании-партнера BASF в уйгурские домохозяйства в 2018 и 2019 годах вместе с китайскими государственными чиновниками. Эти визиты были частью правительственных инициатив, основанных на слежке за уйгурской общиной. 8 февраля на кадрах с беспилотных летательных аппаратов, опубликованных береговой охраной Филиппин, было видно, как несколько кораблей береговой охраны Китая опасно блокируют 97-метровое филиппинское судно «Тереза Макбануа», патрулирующее Китай. Посольство Китая в Маниле не сразу ответило на запрос о комментариях по поводу обвинений, поскольку было закрыто на выходные. Польша присоединилась к так называемому военному Шенгену, европейской инициативе, направленной на повышение мобильности войск между государствами-участниками. Соглашение, также подписанное Германией и Нидерландами, стало как демонстрацией солидарности с Украиной, так и конкретным шагом для европейской безопасности против потенциальных угроз со стороны восточного фланга НАТО, обеспечив создание коридора быстрой помощи. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Боррелл заявил, что примерно 2 миллионам палестинцев в городе Рафах некуда бежать, необходимо продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы он не нападал на Рафах. Кроме того, источники в правительстве Египта заявили, что мирное соглашение Кэмп-Дэвида с Израилем будет приостановлено, если израильские военные войдут в город Рафах в Газе. Торговое представительство США опубликовало свой отчет за 2023 год о торговле контрафактной и контрабандной продукцией по всему миру. В отчете говорится, что Китай занял первое место в мире по торговле контрабандной продукцией в 2023 году. Подчеркивается, что 75% контрабандных товаров, изъятых на таможне США, были китайского происхождения.